Развитие селекции молочных коров стало одной из обсуждаемых тем на Петербургском международном форуме. Там же было подписано соглашение между правительством республики, а также фондом поддержки научно-проектной деятельности молодых ученых. Давайте об этом сегодня поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Фарид Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан. Фарид Равилович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами обсуждаем тему геномной селекции. Вот для начала для наших телезрителей давайте определим геномная селекция. Что это и почему мы так много говорим об этой теме? Термин геномная селекция, он относительно недавно был введен, точнее, в 1998 году. Это американские ученые внедрили его. Ну и где-то в 2001 году уже сама геномная селекция, была разработана методология и так далее. И она начала уже работать в некоторых странах. Но немножечко перейду к истории. Предшественником геномной селекции является маркерная селекция. И, что интересно, маркерную селекцию разработали наши ученые. В Советском Союзе еще в 20-30-х годах того века были основаны теоретические основы маркерной селекции. И в середине 20 века, когда уже была расшифрована структура ДНК, после этого, конечно же, уже начали говорить о геномной оценке, об оценке животных на уровне уже самого ДНК. Если геном человека был расшифрован где-то в конце 20 века, в начале 21 века расшифровали полностью геном сельскохозяйственных животных, это крупного рогатого скота, лошадей, свиней, птиц и так далее. Как только расшифровали, появилась возможность проводить именно геномную селекцию. Что это такое? Вообще геномная селекция – это метод, который основан для того, чтобы оценить племенную ценность животного, чтобы определить его генофонд путем анализа именно ДНК-маркеров, которые связаны с продуктивностью, с воспроизводством, с экономическими показателями и так далее. То есть это огромная, обширная работа именно на уровне ДНК. Здесь участвуют самые современные технологии, и преимущество этого геномной оценки перед традиционной оценкой в том, что он наиболее точный, практически 90% доходит точность этого метода. Он позволяет нам рано прогнозировать продуктивность, ценность, воспроизводительные качества животного. То есть, как только теленок родился, даже в эмбриональный период, если мы возьмем анализы, можем провести и сказать, что это животное в будущем будет такое, это животное можно для этого использовать, для этого. А при традиционной селекции понятно, чтобы оценить животное, нужны годы, даже десятилетия. Поэтому геномная селекция на сегодняшний день, почему нам важно в нашей стране, у нас в Республике Башкортостан? Дело в том, что мы закупаем, все-таки покупаем племенной материал из-за рубежа. К нам идут оцененные животные. Они оценены в том числе и геномной оценкой. И самое главное, они ведь оценены именно зарубежными технологиями и методами оценки. Они не совсем пригодны для наших условий. Все-таки там и природно-климатические условия, и социально-экономические условия, и условия содержания, кормления совсем другие. Может быть, эти животные у нас проявят совсем другие качества. Поэтому нам нужно иметь свою оценку отечественную, а для этого нам нужно иметь референсную базу. Это так называемая группа высокопродуктивных животных, которые живут у нас в нашей стране, и у которых полностью известен фенотип, генотип, то есть происхождение, данные продуктивности, данные родственников и так далее. И полный весь спектр, если у нас известно, полностью, естественно, расшифрован геном, и мы знаем, какие гены за что отвечают, тогда, естественно, мы можем уже внедрить свою оценку у нас в регионе и во всей нашей стране. Поэтому это очень важно на сегодняшний день иметь свою собственную оценку. Фарид Равилович, расскажите, а есть у нас сейчас уже какие-то наработки, пользуемся мы ли именно этим методом геномной селекции у нас в республике? Смотрите, чтобы были какие-то наработки, естественно, маркерная селекция у нас уже есть. Она применяется, у нас есть и лаборатории, молекулярно-генетические лаборатории, иммунно-генетические лаборатории. Прямо у нас при научно-исследовательских институтах, при образовательных учреждениях эта работа у нас ведется. Но в нашем регионе только это не будет работать. Поэтому
Если мы будем сотрудничать вот с фондом, о котором мы говорим, да, мы будем иметь возможность уже работать с базой данных всей нашей страны, всех наших животных. И на сегодняшний день, значит, мы уже создали Центр генетики и селекции сельскохозяйственных животных. Он создан у нас на базе АО «Башкирская» по племенной работе. Он объединяет где-то 7 научно-производственных учреждений. Значит, между ними заключено соглашение. Значит, это будет центром, или же точнее, будет проектным офисом этого фонда. Значит, они будут собирать генетический материал, будут собирать данные молока. Значит, вся база данных об этих животных будет формироваться там. И, естественно, какую-то часть через фонд мы будем отправлять в лаборатории именно нашей страны, не куда-нибудь за рубеж. Какая-то часть будет анализироваться у нас в республике, да, и вот тем самым мы дальше эту работу продвинем. Ну вот одна из главных причин, по которой сейчас мы активно уделяем внимание геномной селекции, это тому, что именно как раз вот иностранные специалисты здесь были, да, иностранные наработки и так далее, а вот именно отечественных было не так много. Сейчас мы стараемся все это наверстать упущенное. Хватит ли у нас мощностей и возможностей? Конечно же, я вот еще раз говорю, у нас на сегодняшний день, во-первых, очень хорошо развивается племенное животноводство. То есть у нас порядка 68 племенных хозяйств в нашей республике. Очень высокая продуктивность этих коров. То есть среди вот этого поголовья мы можем реально найти очень высокопродуктивных даже коров-рекордисток, да, которых можно будет использовать для дальнейшей работы. То есть можно даже от них получать эмбрионы. От одной коровы не одного теленка, а там можно будет и 8, и 10 телят в год получить. Да? То есть вот эти технологии открываются. Вот. Потом у нас получается очень мощный кадровый потенциал. Это специалисты племенных хозяйств. То есть они уже знают свое дело. Они умеют работать с традиционной селекцией и готовы внедриться именно вот в эту геномную селекцию. У нас, вот как я уже отметил, очень мощная лабораторная база. То есть хорошо развита генетика, и мы их можем переключить сразу же на геномную оценку. Тоже это позволяет нам. У нас мощный образовательный потенциал. Это наш аграрный университет, это наши все другие учебные заведения. Поэтому база есть, и мы сможем реально составить конкуренцию другим, так скажем, странам, которые этим занимаются на сегодняшний день. Фарид Равилович, мы с вами очень много говорим о том, что и геномная селекция, гены, что мы можем чуть ли не уникальную корову сейчас, да, вот прям вывести, не изобрести. Но при этом наверняка сейчас очень много идет разговоров о том, что есть генно-модифицированная продукция, да. И вот какие-то эти два понятия, кажется, что они, может быть, где-то близки, может быть, по касательной сходятся, может быть, вообще разные. Но мы не увлечемся этим, не будет за этим, не последует ли за этим шлейф, может быть, не негатива, а какой-то шлейф, о котором мы еще, может быть, не знаем. Не переживайте. Вот в этом вопросе абсолютно здесь все чисто. Дело в том, что геномная селекция или же геномная оценка, она проводится именно на ДНК, на генах, которые уже есть у наших коров. Мы никакие гены модифицировать, редактировать, менять не собираемся. Мы собираемся находить среди наших коров, среди наших животных лучших животных, которые лучше приспособлены, которые больше молока дают, которые экономически лучше выгодные, да, у которых нету каких-то там мутаций, да, генетических и так далее. Мы только вот это выявляем, и на основании этого мы уже дальше работаем. Поэтому здесь бояться не надо. Фарид Равилович, вы уже сказали о том, что подписание соглашения между правительством республики и фондом поддержки молодых ученых дает именно перспективу для того, чтобы мы не варили в собственном соку в республике, но еще и общались с другими регионами, что именно фонд сейчас, я так понимаю, концентрирует информацию, да, вот именно со всей страны. Что еще дает нам это сотрудничество? Может быть, уже дорожная карта есть, или еще я рано об этом говорю? Абсолютно правильно. Фонд работает не только с нашим регионом, они уже давно работают. Как я уже говорил, в одном регионе только внедрить геномную селекцию невозможно. Поэтому это нужно
в пределах всей нашей страны. Уже в нескольких регионах они работают. Вот в этом году они к нам зашли. Мы с ними уже с начала года несколько раз встречались. Мы собирали науку нашу, образование, собирали главных специалистов, руководителей племенных хозяйств. Послушали их, и они готовы на сегодняшний день сотрудничать и работать именно с этим фондом, да. Ну и плюс к этому, что дает вообще для нашей республики геномная селекция и вот это вот соглашение деятельности, конечно же, в первую очередь это улучшение экономики нашей республики. То есть это и большие объемы молока, это большие объемы мяса, это здоровье наших животных, да, во-первых. Во-вторых, это совершенствование системы образования именно в сфере агропромышленного комплекса, это дополнительное профессиональное образование. Также это внедрение современных, подчеркну, отечественных технологий именно в нашу агропромышленную систему. Это также развитие инфраструктуры, внедрение новых каких-то современных цифровых технологий, вплоть до искусственного интеллекта. То есть вот такие большие возможности у нас появляются. Ну, дорожной карты конкретно пока нет еще. Дорожная карта рабочая есть. Мы его сделали, совместно уже начинаем работать. Работа ведется в этом направлении. Есть она. Фарид Равилович, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию. Я понимаю, что мы с вами сейчас прошлись по верхам, что на самом деле там копать и копать. Еще очень много тем для разговоров. Я думаю, что мы с вами не только в студии встретимся, но еще и выйдем куда-то для того, чтобы показать всю эту работу. Тем более, что лаборатории есть племенные хозяйства. То есть показать есть что гордиться, есть чем. И главное, я надеюсь, что в перспективе будет нам что рассказать и показать на нашем телеканале. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.